Ваха Хамхоев – народный писатель Ингушетии, публицист, общественный деятель, человек, который внес огромный вклад в дело восстановления ингушской государственности, развития родной республики. Вся его жизнь – исключительный пример любви к своему народу. Рассказывать о таких людях всегда непросто, потому что любое повествование предполагает определенные рамки, временные и прочие. И поскольку нет смысла ставить цель сделать исчерпывающий материал о личности такого масштаба, эта программа – лишь небольшая дань памяти выдающемуся человеку, который оставил неизгладимый след в истории Ингушетии. Ваха Хамхоев, конечно, человек неординарный, хотя бы с той стороны, что не только как творческая личность, но и как общественная личность, как патриот. Я с ним познакомился у Идриса Базоркина. Он в то время, в 80-х годах, конце 70-х, начало 80-х годах, очень часто бывал. У него не как обычный ходок, как у нас любили ходить к Базоркину Идрису, чтобы просто побыть там, побеседовать. Он был помощником, младшим товарищем его. А еще одна сторона, которая меня всегда в нем восхищала, это он очень много пропагандировал нашу литературу. Статьи его о писателях прошлого, действительно классиках наших 20-30-х годов, он читал их внимательно, он изучал их, он пропагандировал их творчество, их деятельность, их общественную значимость, их национальную значимость. Вот эти вещи в нем были всегда присущи ему, и не случайно его потом и избрали председателем Союза писателей Республики Ингушетия. Он целых 8 лет возглавлял Союз писателей Ингушетии. Еще одну черту характера его деятельности, подчеркну, это забота о родном языке. И писал он красиво, и говорил он на красивом языке, и пропагандировал язык родной. Семья Вахи Хамхоева родом из крупнейшего ингушского селения Икажево. Сознательное детство и юность нашего героя прошли там. Там он женился, затем переехал с супругой в Назрань, где и прожил всю оставшуюся жизнь. У нас в семье было 4 брата и 6 сестер. Ваха был самый старший. Был примерным, хорошим братом. Отец больше всех любил Ваху. Вот даже было время, отец на день своего рождения обязательно вспоминал, говорит, Вахе, говорит, скорее всего, не получится приехать поздравить меня, но супруга Вахи, Ашат, она говорит, 100% приедет меня поздравить. Это тогда и было. Или Ваха приезжал с супругой, или обязательно Айшат приезжала, поздравляла. Он сильно и уважал, я скажу, и уважал, и любил. И сноху свою, и Ваху любил. Мы иногда, наверное, и ревновали отца к Вахе. После смерти Вахи отец долго не прожил. Для него это была очень большая утрата. Так сложилось, что родители Вахи развелись, когда он был совсем маленьким. Воспитывала его бабушка. Она приложила все усилия для того, чтобы Ваха вырос достойным человеком, привила ему любовь к своему народу, национальной культуре, традициям. Отец родился в Казахстане, Осакарский район в Казахстане. Это 52 год, 11 сентября. В 1957 году вместе с семьей они переехали на постоянное место жительства в Икажеве. В 1959 году он уже первый класс пошел в Икажевскую среднюю школу номер 1. Закончил в 1969, получается, 10 классов было. После школы он работал на различных предприятиях. Это в то время Орджоникидзе назывался город, а сейчас Владикавказ. В 1970 году Ваха был призван в армию. Службу наш герой проходил на территории Западной Украины в военно-воздушных войсках. В 1972 году, по завершении срока службы, он вернулся домой. После армии он учился в Серноводске, ПТУ, обучался курсом водителя, год на гражданских предприятиях работал, а потом перешел в органах внутренних дел. И начал карьеру свою с водителя-милиционера дежурной части Назранского района. Завершил свою карьеру заместителем начальника государственной противопожарной службы, звание капитана внутренней службы.
Тяга к литературному творчеству проявилась у Вахи Хамхоева еще в школьные годы, во многом благодаря талантливым педагогам. Он принимал активное участие в школьном кружке самодеятельности, много читал и начал писать небольшие произведения. Начинается у него в детстве все это, но самое такое влияние пошло, когда он уже близко дружил с Базоркиным Идрисом, с Хашигульговым Али, Ибрагимом Таршхоевым. Это самые близкие. Боков Ахмед. Вот, например, я тоже помню Боков Ахмед, как он к нам приходил. Чахкиев Саид. Вот, когда он уже тесно с ними начал дружить, общаться, вот с того момента и началось. Ну, это 80-е годы, получается. С Хамхоевым Вахой я познакомился где-то в начале 80-х годов. Познакомились мы при тяжелых обстоятельствах. У него умерла двоюродная сестра, а мы были друзьями с внуком этой умершей. Его звали Аушев Руслан, его тоже сегодня нет живых, к сожалению. Мы пошли на похороны, и Руслан нас познакомил с Вахой, меня и других вот студентов. Мы вместе учились. Там мы узнали, что Ваха пишет. Это вызвало у меня громадный интерес, и в ту ночь мы очень много говорили, не только я, и те студенты, которые со мной были. Ваха же познакомил нас с творчеством и многих других поэтов наших. Он открыл мне, широко открыл, скажем так, дверь в ингушскую литературу. Я впервые почувствовал или понял, или увидел, что ингушские поэты и писатели пишут, по моему мнению, ничуть не хуже всех представителей всех остальных. Повесть «Голос из ада» на двух языках, которая издана, это очень потрясающая книга. Вот все мы в свое время, вот я, когда еще был молодым, зачитывали Солженицыным, вот позже другими авторами, Некрасовым и другими были запрещенные авторы сталинских, о периоде сталинских репрессий, о том мрачном времени были написаны эти книги. А вот когда Юсупа почитал, думаю, тоже для нас Солженицын. На начало 80-х годов приходятся первые серьезные успехи Вахи Хамхоева в литературе. Он занимает 3-е место в республиканском конкурсе имени Саида Бадуева с рассказом «Ценобезом. Чистая любовь». Наш герой решает получить соответствующее образование. В 1983 году Ваха поступил на заочное отделение филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета. Особое место в его творчестве занимала драматургия. Наиболее известное произведение его – это «Народ бессмертен», на ингушском языке «Ажлю ацкам». Эта пьеса была поставлена у нас в театре. Пьеса произвела огромный фурор. Зал аплодировал стоя Вахе Хамхоеву. Речь в нем шла о высылке ингушского народа и о жизни ингушского народа. Если так, идея была в том, как ингушскому народу удалось сохранить свою нравственность, свою идентичность и вернуться домой такими же ингушами, какими они уезжали. Характеризуя его собственную поэзию, нужно будет подчеркнуть, что это были философского характера размышления. Вот, допустим, он говорит в одном стихотворении, коротко так, мы называем вором человека, который украл что-то чужое. А почему мы не называем вором человека, который не дал обществу то, что он мог дать? Мне почему запомнилось это? Это была важная мысль. Эта мысль характеризует самого Вахи. Он старался обществу дать все, что он может дать. И в чем, по его мнению, общество нуждается в первую очередь.
Огромный интерес Ваха проявлял к творчеству своих современников. Он старался быть в курсе всего, что происходило в литературном мире. Когда к нему не придешь, у него всегда была новинка. И самое интересное, это касалось не только ингушских поэтов. Он очень хорошо знал чеченский язык, читал чеченских авторов, и точно так же и других вот из Северо-Кавказской республики. Всех представителей Северо-Кавказской республики он строго следил за книгами, за их успехами. И всегда, как ребенок, радовался, когда у кого-нибудь появлялось произведение, которого он считал достойным. Независимо от национальности этого человека. Это был удивительно интернациональный человек Ваха. Надо сказать, что творчество Вахи Хамхоева вышло, конечно же, за пределы нашей республики. В прошлом году мы были с делегацией нашей ингушской во главе с Хаважем Накостоевым на мероприятии в городе Грозном. Великолепное мероприятие они сделали, посвященное 70-летию со дня рождения Вахи Висангиревича. Очень люди восторженно отзывались и говорили о сотрудничестве, которое происходило при его деятельности, когда он председательствовал, в Союзе писателей Ингушетии. Поэтому вот эти вот межнациональные связи он тоже очень активно поддерживал. Нас, молодых литераторов Чечено-Ингушетии, пригласили обком комсомола. Там подводились итоги конкурса имени классика чеченской литературы Саида Бадуева среди молодых литераторов. Ваха Хамхоев был среди лауреатов этого конкурса, и нас, победителей конкурса, повезли в горное село, район Шатой. Решили объявить конкурс на лучший танец. И в этом конкурсе, по единодушному признанию всех присутствующих, стал Ваха Хамхоев. Потом, когда мы встречались, Ваха часто вспоминал: надо же было мне, ингушу, приехать в сердце Чечни и победить молодых чеченских писателей в танце, хотя они являются природными танцорами, он говорит. После этого я Ваху часто встречал в Чечено-Ингушском государственном университете, где он заочно учился. И всегда у нас разговор заходил о литературе. Он хорошо знал и чеченскую литературу, и ингушскую литературу. Не было ни одного значительного произведения, которое Ваха не читал из чеченских писателей на языке оригинала. И каждый выход моего произведения Ваха читал и с ним об этом со мной говорил всегда. Ваха был патриотом не только ингушского народа, но и патриотом чеченского народа, патриотом всего Кавказа. И когда возникла идея создания клуба писателей Кавказа, Ваха с воодушевлением поддержал его, сам участвовал в учредительном собрании и в других мероприятиях. Активность, неравнодушие ко всему происходящему, отзывчивость, стремление помочь каждому, кто в этом нуждался – все это сильно отвлекало Ваху Хамхоева от творчества. Он писал значительно меньше, чем мог, чем позволял его талант, и далеко не все из написанного дошло до публикации. Задумки у него были очень большие, планы, он думал, и даже начинал очень много. И мы вместе все, когда были. Я знаю, что Нурдин Кадзой его очень упрашивал, Бадрудин часто говорил, и другие, многие, очень многие ему говорили: Ваха, все это редакция, это хорошо, но эту редакцию мы и будем делать, мы сможем. Никогда ни один человек в мире не сможет сказать то, что можешь ты сказать. Это все уйдет с тобою. Как бы мы, что бы мы ни говорили, говорят же, все предопределено. Мы жалеем до сих пор, что он не смог написать больше. Ваха Хамхоев почти неизвестен никому, и как переводчик неизвестен, и как поэт неизвестен. А у Вахи Хамхоева огромное число неопубликованных стихов. Неопубликованные, получается, стихи у него, но у нас уже составлен сборник, просто сейчас полностью составлены, даже его переводы, которые
Он переводил кавказских писателей и даже наших известных русских писателей. И под конец, когда его уже не стало, о нем, которые писали, тоже мы собрали. Вот это полностью у нас собранный материал. Просто ждем удобного момента выпустить. А так, до этого у него вышла, конечно, книга «Конхи», проза в основном. Зарисовки тоже, которые он хотел в будущем создать эти произведения, конечно, начал, оставлял. Общественная деятельность у него впереди больше пошла, чем литературная. Начало перестройки в России запустило известные процессы. Во второй половине 80-х годов начался рост национального самосознания. Стали подниматься темы, о которых нельзя было раньше говорить. В 80-е годы Ваха с головой окунулся в общественную деятельность. Он принимал самое активное участие в деле восстановления ингушской государственности. Он участвовал во всех митингах, он участвовал в подготовке всех документов, он участвовал во всех делегациях и в Москву ездил. Он был в передовых рядах вот этого движения. Активное участие в возрождении нашей республики, вот, принятие всех этих важных мероприятий по реабилитации, принятие закона. Все эти моменты проходили у нас в квартире. Это как бы штаб-квартира была в 17-м доме по Московской. Тогда Дарсигу музейца бутро бембла царство Москве. Чуака жинса город зимок пан зимок чуадок боларц. Емок хабар диж город зимок. Умака малдор хам халч баахатыш. Что чуадок город. وماك دوجهم أغبيسياش بيشخانا إزوج حلاوش قلباش حاجي ولرسنا شمال ملياج ركود يزلع فوتش بعد مالدش بعد ياش يازر معهم قصات دي ساعات ياش أشت يازش وقبل يازش تشقنا ورقص. Именно наше ингушское телевидение вот в этой квартире началось. У нас не было нигде ни одного помещения в ингушское телевидение. Сколько месяцев, сколько, не помню, все корреспонденты сюда приходили, здесь работали. Отдельный и, как оказалось, завершающий этап яркого жизненного пути Вахи Хамхоева – назначение его на пост председателя Союза писателей Ингушетии. В эту работу он вложил все приобретенные знания, умения, став опорой и поддержкой каждому, кто имел малейшее отношение к литературе. Зная, как сложно делать первые шаги в творчестве, какими сомнениями и страхом они порой сопровождаются, Ваха сам шел навстречу начинающим литераторам, первым протягивал руку. Я помню, как его уговаривали, он не хотел. Он говорил, что я не могу, я не чиновник и так далее. Я помогать буду, то, что в моих силах. Но, конечно, самый главный довод, который был, ему сказали, ты входишь в любой кабинет, и к тебе прислушивается. Ты нужен союзу. Не союз для тебя, мы не тебе честь хотим оказать, мы хотим вытащить союз. Вот с таким условием он и пришел. Конечно, будучи на этой должности, он очень много сделал и для Союза, и особенно очень много сделал для молодых начинающих поэтов, писателей. Дозуш дух каястха ваха цани, астеха жазелге хатыр ваха, телевидение тиги виха تيجي قان مقاس يا أخي استيخير از يشاير از تلفزيون از يشاير شغل ده واخذ تلفون ده هاي تاس نمر يقع تلفون حتى غير سوق حتى اشت سووا شوية يصحى وغوا استخراج يشج عشان تسيس جاي يجير استخراج زيشة شو صداور بيوش داور واحد شيء تمولوج سهيت داور بيوش سوق واحد بوكو نيكو ده شيء من دي عين من ده يا أصحاب مودع داور واحد عين أقوى إيش دخ كمال دخ ديارت واحد ثانية واحد نجح سنة جاز دخ أزانج بولوجنا إيش بيت جاز وصل يعني از نخ دقیقش تو خلیه
قمن جانز لوجي يا واغج وقوة أن أزخيك جوها يا شقنتير وجوحت يا سير أخمر لط يوزن هو اشتخيت واحد هانت أز مد تسلق حاجة قهية دخنينا بيت ياز جاي أز مد أشدك دسي سون واخ إجر حمسرة بوشاري يختصوا. Для меня этот человек, конечно же, навсегда в моей памяти, во всяком случае, останется как один из моих наставников. Человек, который, во всяком случае, дал поверить в себя. Конечно же, о Вахе Хамхоеве я слышал, и когда учился в университете, и когда работал в газете. Мои коллеги его регулярно записывали, но лично я с ним не был знаком. Наше знакомство произошло в 2009 году, после того, как вышла моя книга «По закону гор». Я работал в Народном собрании начальником информационно-аналитического отдела. Шло заседание совета. Мне занесли записку, вас срочно просит перезвонить Ваха Хамхоев. Честно, я даже не думал о книге, я даже не понимал, чем я его заинтересовал. Я еле-еле дождался, пока закончится заседание, зашел и тут же перезвонил Вахе Хамхоеву. И первые слова, которые я услышал на ингушском языке, они мне запомнились навсегда, и вот честно, какие-то крылья даже, можно сказать, так появились. Он говорит: «Аймача ханым хогат, почему я о тебе не знал, почему я о тебе не слышал? Да я, говорит, в восторге, я твою книгу читал, мне срочно нужно с тобой увидеться». Договорился о встрече, я приехал домой к нему, по московской, он жил в квартире. Мы долго говорили о моей книге, мы в целом говорили о литературе, и он мне показал исправление, которое сделал прям красной ручкой. И причем такие очень важные замечания были, которые упустил я, которые упустил мой литературный редактор, который упустил издательство. И я сказал: все, я понял. Он говорит: вообще нужно было начинать с Союза. Все замечания, конечно, учел. И когда в 2010 году я переиздавал книгу, она была переиздана с его замечаниями. Я помню такой момент, это была такая самоирония, у него с чувством юмора было все замечательно. И он мне говорит: Берс, ты обязательно должен быть членом Союза писателей Ингушетии. Я говорю: Ваха, как? Говорю, я одну книжку написал. Говорю, и член. Он говорит: я одну книгу написал, я, говорит, уже председатель Союза писателей Ингушетии. Мы с ним посмеялись, но тем не менее по его совету я вступил в Союз писателей. Я могу с уверенностью сказать, что Ваха Хамхоев — это один из тех людей, кто наряду с Хаважем Накастоевым и Хавой Абадиевой очень поддержали меня еще тогда, когда я жила в городе Нальчик и только начинала свой творческий путь. Наше первое личное знакомство с Вахой Висангиревичем Хамхоевым произошло, как ни странно, в моем рабочем кабинете в городе Нальчик, в редакции газеты «Горянка», куда он пришел вместе с Раей Дидиговой знакомиться. Ну, приехали они, естественно, по своему поводу, по-моему, на какой-то спектакль, Балкарский театр, сейчас точно не помню, на премьеру спектакля, да. Пока у них было время, вот они приехали ко мне. Всегда вспоминаю с таким вот теплом именно вот этот поступок, потому что ну, люди могли пойти чай попить или еще куда-то, а они пришли ко мне. Он говорил очень много таких вот, ну, поддерживающих, наверное, слов. «Ты же наша», мне сказал, вот это помню. Помню, как он с делегацией очень серьезной приехал на презентацию моего сборника «Двоеточие». Такие слова, которые действительно меня так вот вдохновили на дальнейший какой-то путь свой творческий. Ну, умел, конечно, поддержать молодых. Очень-очень многие отмечают именно то, что он очень поддерживал своих коллег, начинающих авторов. Несмотря на то, что поэзия Вахи Хамхоева, как уже было сказано, не получила должного распространения, те стихотворения, которые доходили до читателя, живо находили отклик. Темы, которые он поднимал в своих произведениях, были созвучны времени. На некоторые его стихи написаны песни. Основная, наверное, вот черта, которая проходит через все его творчество, это, конечно, патриотизм. Патриотизм и вот эта легкость, наверное, ингушский язык, он не так легок, да, то есть вот этот вот
диапазон звуков. Это только мы, ингуши, можем говорить на этом языке свободно, спокойно. А Ваха Хамхоев, он один из тех людей, которые умели как-то мягко сказать, красиво, поэтично. И, наверное, поэтому немало его стихов положили на музыку, и получились великолепные песни. Одну из них поет наша народная артистка Айна Алиева. Это песня «Дяхи». К слову о песнях, да, у Вахи Хамхоева есть великолепное стихотворение, оно так и называется «Песни». «Я верю песням, в них живет душа. А как, скажи, душе людской не верить? Сижу и размышляю не спеша, пока меня не тронули потери. Я верю песням, что звенят вокруг, без устали их мудрости внимаю. И если песни не поет мой друг, то я его почти не понимаю». Ваха Хамхоев понимал, что для пропаганды литературы и других важных для развития Ингушетии идей мало иметь связь с общественностью, средствами массовой информации. Недостаточно просто давать интервью для тех или иных каналов и изданий. Нужно самому готовить соответствующие материалы. Ваха Хамхоев, он в принципе был очень разносторонним человеком, глубоким анализатором и не только литературы, и всех других явлений в общественной жизни республики. Он глубоко знал и изучал тему, прежде чем подступиться к ней. Писал на самые разные темы, писал искренне. Вот, видимо, вот это, я думаю, главное достоинство его публикации – это нерв, который в нем присутствовал, живость, прочувствованность. Он искренне болел душой за литературу и хотел, чтобы она получила более достойное развитие. Хорошо знал истоки ингушской литературы, хорошо знал всех писателей. Ваха Хамхоев считал, что писатели по своему назначению не могут распутывать сложные геополитические, политические узлы, но сказать свое весомое слово о жизни они обязаны. И сам он был честным, принципиальным во многих вопросах, особенно касавшихся истории народа, человеком, и оставил у всех светлую память о себе. Особое внимание Ваха Хамхоев уделял родному языку. Он, как никто другой, понимал и пытался донести до всех то, что главным условием существования нации является сохранность ее языка. У нас до 2011 года, по-моему, функционировал Центр ингушского языка. В 2011 году он был ликвидирован. И вот мы, работники центра, договаривались со школами и встречи проводили детей и школьников, и писателей. Ваха Хамхоев всегда участвовал в этих, как и Гагиев, Гирихан. И надо сказать, что они придут в школу, 2-3 предложения, когда они скажут, дети раскрепощались, они начинали с ними обращаться как со сверстниками, и вопросы задавали. Их удивительно принимали дети. Он очень много сделал и для подрастающего поколения, и для своих современников, и для будущих поколений своей общественной деятельностью, не говоря уже о литературной деятельности. С Вахой Хамхоевым я была знакома давно. Мы встречались на разных мероприятиях, в Национальной библиотеке, в районной библиотеке, по творчеству Вахи Хамхоева, других авторов. Мы часто встречались, и у него были все качества, которые украшают человека. И его произведения тоже были такими вселяющими. Гордость за свою республику, за свой народ, за свое прошлое. И у него в его поэзии были призывы к народу, к молодежи,
любить свою родину, любить свой язык. Впервые с творчеством Вахи Хамхоева мы встретились еще в 5 классе. На данный момент я в 9, и мы проходим его произведения, стихи, рассказы. Но больше всего мне понравилось его стихотворение «Галгай», о том, что говорится ингушскому народу, что он мужественный, отважный, что он гостеприимный. Хамхоеваха «Галгай». Эрже морхаш мехка хейзач. Сагынс ләхтә мейра галгай. Гейлыл, азып, сагат эйче. Деналс итті кура галгай. Шашкарығу ног ұстыл ишече. Дұртсы қоды камерша галгай. Шайфусы ме хэше вессаче. Хозы ғулықду эзи галгай. Мастық чешара дицече. Дегаш дышшыл тешіме галгай. Эх малевы, қотты левы, барт бевы. Диалы духы, мехка духы, вай духы галгай. Как, на твой взгляд, для чего человек должен читать родную литературу? Чтобы он не забывал свой язык, хорошо знал его, потому что со временем, если мы станем забывать свой язык, то он исчезнет, и этого не должно произойти. Творческое наследие Вахи Хамхоева хорошо представлено в фонде Национальной библиотеки Ингушетии. Здесь он был родным человеком, впрочем, как и для всех, кому посчастливилось быть с ним знакомым. Он долгое время возглавлял Союз писателей Республики Ингушетия и принимал активнейшее участие в библиотечной жизни республики. Он делал доклады, делал выступления. Он вообще был очень активный человек, очень активный, очень ответственный человек. Замечательная книга «Кунахи», она у нас есть в библиотеке и вообще во всех библиотеках. Она очень востребована нашими читателями. Произведения Вахи Хамхоева также вошли во многие сборники произведений ингушских авторов. Когда мы готовили 60-летний юбилей к 60-летию Вахи Хамхоева, мы очень активно тогда с ним сотрудничали. И он нам тогда передал для оцифровки и для того, чтобы в библиотеке был весь свой архив. Этот архив, мы сейчас его храним, он очень много может сказать о самом Вахе как о личности. У Вахи Хамхоева 4 детей, 2 дочери и 2 сыновей. Отдельно нужно сказать о его супруге Айшет. К сожалению, по причине ее здоровья мы не смогли поговорить с ней лично, записать для программы. Эта прекрасная женщина заслужила уважение и признание наравне с супругом. Во всем его поддерживала, ограждала от различных бытовых забот. Надо сказать, Ваха Хамхоев и вообще его семья была очень гостеприимная семья, особенно вот его супруга Ашат. Это превосходная женщина, это удивительная женщина. Она принимала гостей в любое время дня и ночи, хотя сама она всю жизнь работала на государственной должности. Это полковник милиции. Ашата Балаяч. Футре чаламдатр. Нааца безберс. Дух хаждачилата загез. Дух шнага сызгот загез. Ашат тугяля чаа. Улукташ хайднах. Ниатеш хайи загез. Ниатеш дедалш. На езиш. Нааца безберс. Дух шнага хайежда. Дух шнага тосузгда загез. Ашат чавамлеш загез. واغي ديزل ديزل باب واغز شي حاجة شي قيمة حقيقة بيرجش. Образование в этой семье даже не обсуждалось. Оно воспринималось как само собой разумеющееся. Причем родители не вмешивались в выбор профессии. Но, как это часто бывает, пример отца и матери в значительной степени определил и путь детей. Образование это было на первом месте, конечно. Он всегда хотел, и особенно акцент делал на иногороднее почему-то. Например, у меня тоже образование, у нас Ингушский государственный университет, как бы специальность истории. Но он хотел еще, чтобы я продолжила или в Москве, или не знаю, чтобы вот усиленно какое-то направление взять. Как такового, что он там говорил, надо туда поступать, надо это образование получить. Такого не было, но предпочтение у нас всегда отдавалось погонам, потому что у нас и отец офицер, и
мать офицер. И старшая дочь тоже по стопам пошла. Хотя у старшей и младшей дочери у них обычно гражданское образование. А мы с братом чувствовали, что отец хотел нас видеть офицерами. И поэтому немножко там повлияло на наш выбор. Брат поступил в военно-транспортный университет в Санкт-Петербурге, а я в свое время поступил в Краснодарский университет МВД России. Но по образованию дальше не пошел. Просто я понял, что это как бы немножко не мое. И после учебы я, конечно, его университет закончил. И я с отцом переговорил по этому поводу. Я сказал, что ничего против не имею, просто не мое. Я уже пошел по другому направлению. Начала свою работу в органах внутренних 2000-го. Почти 22 года чисто календарных, по выслуге лет вышла на пенсию. Были какие-то моменты, какие-то сложные моменты, особенно в начале 2000-х. Многие, когда увольнялись, тогда он даже не смеет даже думать об этом. Раз выбрала эту профессию, надо идти до конца. والله يا سدالي دو حذر هذا يدوتي четвертый год вы события кончал тем вот что عمل ده عمل راد ما بدي اشتغل شو زعيكش شو حجج شو زي واخ بيجي تشي زي خاوش تم вот تشي زي خاوش از اريح تفقاش وات بيز واخ ده تحقيق هبتدش ديك ريال حيخ داري ديك ديال دجي كيچو ده سبق ديالر داليس اشت بيغ جاداش داليس انا خيت خي تاخدا حدوش عمودي واغين شي بوشي رابطي بيس حدوش توش امود شليل دي عماج دالي خد ديال شل خد قولا شل. Основной из принципов, которым руководствовался Ваха в воспитании детей, это личный пример. И он, и его супруга Айшет понимали, что лучше всяких наставлений для детей наглядное поведение родителей. С 16 лет я был как бы за пределы и не был в этом процессе жизни отца. Но когда я приезжал, все равно я с ним рядом на многие мероприятия ездил, ходил, и мне сейчас очень больно и досадно, что я много времени не провел рядом с ним, потому что, по сути, он был кладом знаний во всех направлениях, и по ингушскому языку. Есть случаи, которые вот я вспоминаю, все, что происходило вокруг отца, и для себя, вот, к примеру, беру, спрашиваю всегда, как в той или иной ситуации повел бы себя отец. Получаю из опыта наблюдений в детстве ответ. И вот так, таким образом стараемся вести себя и в жизни. При любых обстоятельствах, в любой ситуации он очень умел дипломатично, грамотно, очень уважительно все это разрулить. И как гостей мы встречали, как он провожал гостей, это с малых лет запомнилось. Особо обращал внимание на две вещи. Мужчина никогда не должен врать, и мужчина должен всегда держать свое слово. Он своим примером это показывал. Были много случаев в жизни, когда можно было там промолчать и себя там, ну, в кавычках, спасти, и нельзя было там говорить все как есть, а он все равно на правде стоял и до конца шел, какие бы последствия ни были. Это тоже моменты были такие, что для нас поучительны. Были моменты, когда он сказал слово, и практически казалось бы невозможным исполнение, но он все равно находил пути, чтобы это слово свое сдержать. Вот вы знаете, мне рассказывали один случай, когда времена были очень тяжелые,
Это вот сразу после перестроечные такие времена. Вот кто-то из ваших сыновей учился, по-моему, в Краснодаре, мне сказали, что-то там у него произошло, и вам нужно было срочно к нему ехать. Тогда вот, как сегодня, такси, автобусы, с этим было проблематично. И вот мне вот рассказывали, что вы вот бросили все, достали где-то такси за какие-то безумные деньги и поехали решать там какие-то проблемы или помогать в чем-то своему сыну. Это что? Это отцовское чувство ответственности или это безумная любовь к сыну? Что это? Я не знал, что этот факт стал достоянием. Ну, как видите. Да, действительно было такое. Это было, скорее всего, то, что я не только всегда пытаюсь держать свое слово, но и пытаюсь, чтобы и дети следовали этому. Когда этот младший сын позвонил, что он обещал, что завтра будет родитель. Родители должны были собраться там. То есть это собрание, родительское собрание? Да, это Краснодарский университет МВД, он закончил его. Вот когда поступал, после поступления, после сдачи экзамена обычно собирают родителей. Он ночью, вечером это мне говорит, а завтра в 10 кто-то из вас должен быть, или мама, или я. Ну, что делать? Раз он дал слово... И чтобы не нарушить его слово, да, вы решили, да. чтобы не случилось, быть там. И, наверное, вот этот пример, я не говорю, вот я специально приехал поэтому, там, или там, не стал читать ему лекции, не стал выговаривать, почему раньше не сообщил. Вот он видит, что я сделал, и, наверное, послужит это примером. Все, что имело отношение к национальной истории и культуре, традициям, вызывало у Вахи Хамхоева огромный интерес. Он понимал, что история народа, как мозаика, складывается из историй отдельных людей и фамилий, и постарался внести свой вклад, досконально изучив историю рода Хамхоевых. مشاعره حملو последний точно отказывался. Чамбалыжи, тайпаны чамбалыжи, каманы чамбалыжи. Сильно внимание уделял на наши обычаи. Постоянно приводил какие-то примеры. Даже мы, когда собирались на похороны или на свадьбу, заставлял одевать костюмы. Хоть на улице жара такая страшная стояла, говорит, по войнавским адатам обычаям, говорит, мужчина должен застегивать верхнюю пуговицу рубашки и одевать рубашку, костюм с длинным рукавом. Таны амде амди халкове камо каста кегервош амде цветош вей ама менталитет алышамдык я делзы дуачыш дух амаш амде адвейтан вот чамаш голосом лату без язон голы ход мысл художба элди кайшнах элди мягко ждаю даже дагамел цаник рюк мотиш даккамын адетиш сарцададузлыш хоз яздой цуна пейтху бянхес. Ваха, во-первых, очень хорошо понимал ингушский этикет, очень хорошо понимал ингушскую жизнь. Вы знаете, очень много, даже слишком много, за исключением нескольких редких писателей, поэтов, у нас очень многие, даже и хорошие писатели, писали так, что если изменить фамилии, имена и так далее, и там топонимические наименования, никогда не догадаешься, что речь идет об ингушах. Они пишут так, как их герои ведут себя так, как ведут себя герои русских или зарубежных писателей, в зависимости от литературных пристрастий автора. Вот они вот так себя ведут. Это продолжается и до сих пор. Но у Вахи Хамхоева были чисто ингуши. Можно представить, что значил наш герой для родных, если для всех остальных он был настолько близок и дорог. Ваха удивительным образом успевал уделить внимание всем многочисленным родственникам. Он действительно интересовался жизнью каждого из них. سكبين كوار تيب كوار بضابي إيرا تحش سمو جوا أبي أجودك وقت حتوات تدش سمعت
Can bir vah var var roja. Joa diksek verir. Iz davian çıkını taam. İşte aq dışsın صباش دامو وعمسني الله برز جوا حبيت شيء مثلا تميل داخش خان دقم يقي وطن داخش وغبيج سميتك وتش درجة تا شيء أمش الشق داخ ودري أما نوقع دقلين شيء صديق أما نوقع دقلين سجوا جوا Ваху я примерно помню где-то с 4 лет, ну с 5 лет. Как вот начинает человек, как ребенок начинает помнить. Ну, где-то с 5 лет я его помню. Мы жили в одном доме. Он где-то с 10 лет у меня проверял все уроки. Самое главное, он мне проверял родной язык. Вот для него самое главное был родной язык. Остальное для него не так важно. Я помню, мы росли у него на глазах, вот. Игрались, баловались, естественно. Всегда нас зазывал, всегда по одному человеку, всегда, как он умел. Читал нам лекции по поводу этикета, культуры ингушского языка, как относиться к старшим, как себя вести по жизни. Он очень красиво, доходчиво нам объяснял, говорил, конечно. Очень мягко он умел. Это, я не знаю, с таким нравом человека я мало встречала. У него был очень красивый нрав. Вот, не знаю, в совокупности в нем это было всего вот этого тепла очень много. Многое говорит о Вахе Хамхоеве и то, что до конца своей жизни он поддерживал связь с друзьями детства, и для него было совершенно неважно, чего они добились, успешны в общем понимании этого слова или нет. Ваха прежде всего ценил человеческие качества. Первый класс мы пошли с Вахой в Икажеве, живем в Икажеве, первая школа. Я остался первый класс, не перешел на второй. Ваха перешел и пошел дальше продолжать. Ваха учился хорошо. Не проходил один день даже, можно сказать, что мы не встречались. Обязательно он должен был позвонить. Где ты? Почему не появляешься? Или приходилось приехать к нему сразу же. Обсуждали некоторые вопросы. У него же, он на работе всегда был. Я же не работал, постоянно дома находился. И в детстве он был порядочный ребенок, можно сказать, да? Очень порядочный, мягкий такой. И так он и продолжал это. Не изменился он, короче. Всегда был добродушный, очень общительный со всеми. Если куда-то мы едем, увидит у меня в машине глазок горит, скажет сразу: почему у тебя глазок горит? Я говорю: сейчас заправимся. Нет, если у тебя деньги были бы, он не горел бы. Говорит: давай загоняй машину на заправку. Я говорю: есть у меня деньги. Он сразу выскочит, как подъезжаем, сразу выскочит, заплатит деньги. Я, конечно, потерял хорошего друга, товарища, родственника. Спустя столько лет о Вахе Хамхоеве вспоминают и говорят с особенной теплотой. Он был одним из тех редких людей, после знакомства с которыми становишься лучше. Наш герой к каждому человеку умел найти нужный подход, подобрать слова, которые помогали поверить в себя, придавали сил. И сколько бы еще ни прошло времени, о нем будут помнить. Вот кого там дома не было, почти год люди приезжали на соболезнования. Я даже не ожидал, что ингушский народ настолько сильно его любил. А он умел находить язык и с младшим, и старшим, и со всеми. У ингушей бывает, вот, когда человек умирает, то он обязательно становится очень хорошим, добрым. А он действительно был очень хорошим и добрым, и хорошим братом, в первую очередь, для нас. И родственники в один голос, даже не бывает такого времени, чтобы мы его не вспомнили. Не проходит такого дня. Для нашего рода, для Хамхоевых именно взять.
больше потери не было никогда в жизни. Это сильная потеря наша. Я также знаю, что и для республики, для Ингушетии, для ингушей это очень большая потеря была. Удивительно общительный, удивительно доброжелательный и удивительно легкий в общении. Он никогда на моей памяти никого, даже ребенка, я не помню случая, чтобы он перебил, пока тот не выскажется. Ведь это тоже бич нашей вот современности, современных людей, многих я имею в виду. Вот мне кажется, умение слушать, вот это и есть в первую очередь показатель, один из показателей мудрости. Без умения слушать мудрость невозможно. خاصة حقولج سلق حق الله بيه حاجل خاصة سلق دابين بيه سون خو حوياخ الجاقون أخ أقولج ووز شار ويز جديال جا حسي نو ياخ بيتير يزير أس هنز يخي وقج واخ دقة صادق حمدو تجمعه تصحت هو مودوش والش إيش خي وقج تصحك تواتصخ. Как будто зная, предвидя вот, как он умрет, он в любой момент жизни всегда был готов простить. И я думаю, уходя из жизни, не было в мире человека, которого он не простил бы от души. Мое личное убеждение, что Ваха Хамхо это была большая личность в литературе, в общественной нашей жизни. И вообще это была большая потеря для ингушского народа. Я думаю, что память о нем должна жить. Он, может быть, не так много написал, но он очень много сделал для возрождения ингушской литературы, на мой взгляд. И очень многих стимулировал, очень многих направил, очень многим помог для того, чтобы они сами творили, создавали, писали. Я очень рада, что мне все-таки посчастливилось знать его, общаться с ним и слышать от него добрые слова, какую-то поддержку. Я очень была рада знакомству с его замечательной творческой дочерью Дали. Да, он оставил после себя хороших детей, которые, я думаю, тоже каждый состоялся, я знаю это в своей профессии, и к памяти отца очень трепетно относятся, это важно. Я думаю, что в любом случае всегда, во все времена будут вспоминать Ваха Хамхоева как человек, который действительно был на своем месте, и как писатель показал, и как общественный деятель, и как патриот.